Более 200 лет уйгуры воевали с тюрками, пока окончательно не разбили могущественный тюркский каганат и не создали уйгурский каганат, еще более могущественную империю, равной которой еще не было в степи. Танский Китай был вынужден платить дань уйгурскому каганату после вторжения уйгурской железной конницы и разгрома мятежа Ань-Лушаня, захватившего империю Тан. Мы расскажем, как уйгуры воевали с тюркскими каганатами и как уничтожили и изгнали племя, которое стало известно как тюркский народ кипчаки. Само название кипчаки отсутствует в свидетельствах древних китайских хронистов. Под этим именем они известны только со времени своего появления в исламских источниках IX века, после того, как уйгуры изгнали их предков в степи Дэшт и Кипчак со священной земли Атюкин на Алтае. Долгое время считалось, что кипчаки были упомянуты в уйгурской рунической надписи в честь Кагана Маюнчера, воздвигнутой уйгурским Илит-Мишбельге Каганом в 750 году. Однако последняя аутопсия надписи показала, там нет упоминания кипчаков. Любая попытка утверждения ранней истории кипчаков, якобы основанная на древней уйгурской надписи, остается конъюнктурной и ложной. Так кто же такие кипчаки и почему уйгуры их так назвали? В 646 году каганат сиров Сюэяньта был уничтожен такусагузами, уйгуры, а уцелевших сиров изгнали на запад. При этом этноним сиры Сюэяньта перестал упоминаться. Почему? Уйгуры назвали их «кыфчак» — неудачники. Это отражало страшные потери, понесенные сирами от уйгуров в 646 году. Позже это прозвище «кыфчак», означавшее несчастливые неудачники, стало именем целого народа, оставившего глубокий след в истории Средней Азии. Авторитетный востоковед Клишторный пишет, против Кагана Сияньта был заключен военный союз империи с такусагузами. В июне 646-го такусагузы во главе с вождем уйгуров, великим Эльтебером, Тумиду, напали на Сияньта и нанесли им тяжелое поражение. Бачжо бежал, но был настигнут уйгурами. Хайху, уйгуры, убили его и истребили весь его род. Поражение Сияньта в Хангае довершили китайское войско и действовавшие с ним совместно два тюмена уйгурской конницы. Государство Сияньта прекратило существование. Многие роды были истреблены, многие угнаны в Китай. Нарицательное значение слова «кыфчак» в языке древнетюркских памятников сомнений не вызывает. Неудачный, злосчастный, злополучный, в устойчивом парном сочетании, пустой, никчемный. У Махмуда Кашгари кыфчак — это трухлявое дерево, неудачливый человек. Для уйгуров, давних соперников сиров, подмена древнего названия этого племени уничижительным прозвищем была как нельзя более кстати. Победа над тюрками рисуется уйгурскими руническими памятниками торжеством исторической справедливости и генеалогического легитимизма. Имя Кыпчак — неудачники, данное уйгурами, навсегда закрепится за ними. А теперь рассказ, как племена Тели и уйгуры воевали с тюрками и как сиры Сюэяньта проиграли в сложной политической и военной игре в монгольской степи и получили прозвище Кыпчаки — неудачники. Сиры Сюэяньта было одним из 15 племен Тели, рассеянных по монгольскому плато. Их предки жили в смешении с племенем Се, а позже они поглотили племя Яньта, поэтому получили китайское название Сюэяньта. Уйгуры их называли сиры. После возвышения тюркского каганата сиры вместе с другими племенами Тели стали его данниками. В 583 году тюркский каганат раскололся, и племя сиров также разделилось на восточную и западную части. Восточные сиры подчинялись восточно-тюркскому каганату. Западные сиры находились под властью западно-тюркского каганата. В 627 году восточно-тюркский Эль-Каган отличался крайней жестокостью, что привело к восстанию против него всех племен Тели, включая восточных Сюэяньта. Хроники Цзыджи Тунцзянь пишут, в 628 году вождь Сюэяньта Инань вместе с уйгурами и другими племенами Тели поднялся и напал на восточных тюрок. Таким образом, после нападения на восточно-тюркский каганат Сюэяньта, опираясь на поддержку Тан, быстро расширил свою мощь и господствовал в северных степях. Племена Тели, такие как уйгуры Хойхэ, Баегу, Тунла и другие, оказались под его властью. В 628 году западно-тюркский каганат погрузился в междоусобицу. Западные сиры Сюэяньта под предводительством Инаня перешли через Алтай и соединились с восточными сирами Сюэяньта. В 632 году западно-тюркский Ябгу Каган послал войска для нападения на Сюэяньта, но потерпел сокрушительное поражение. 2 года спустя Дубу Каган повел 50-тысячное отборное войско в поход на Сюэяньта, но также вернулся ни с чем. С этого момента сила племени сиров Сюэяньта значительно возросла, и оно стало самым могущественным среди всех племен Тели. Вождь сиров Инан был избран всеми племенами Тели своим главой, а император Тан даровал ему титул Чжэньшу Бельге Каган, жемчужный мудрый Каган. Синь Тан Шу пишет, Инань получил от императора титул Кагана Чжэньшу и барабан со знаменем. Все племена Тели подчинились ему. Инань обрадовался и поставил свою ставку у горы Юйдуцюнь, Атюкин. Цзыджи Тунцзянь подтверждает. Инань получил грамоту от Тайцзуна и очень обрадовался. Он созвал сход племен Тели и объявил себя Каганом Чжэньшу. Так Инань официально основал каганат сиров, Сюэяньта,
у священной горы Атюкин. Танский император Тайцзун направил посла с грамотой, где признал Инаня каганом Чжэньчжу. Ему были пожалованы барабан и знамя, символ власти над всеми племенами Теле. Перед лицом общего врага отношения между Тан и Сюэяньта быстро сблизились. Инань часто выражал благодарность Тайцзуну за дарованный титул, говоря: «Раньше я был всего лишь мелким вождем Теле, а теперь император Тан возвел меня в каганы». Император Тайцзун также оказывал кагану Сюэяньта чрезвычайно щедрые почести. Тайцзун подарил ему драгоценный меч и драгоценную плеть. Он сказал Инаню: «Если в твоих владениях кто-то совершит тяжкое преступление, казни его этим драгоценным мечом. Если совершит легкое, накажи этой драгоценной плетью». Тем самым император Тайцзун даровал Инаню легитимность на управление всеми племенами Теле. Сюэяньта же благодаря этим двум победам успешно распространила свою сферу влияния на запад вплоть до северных склонов Тиньшаня. Инань разделил свои владения на северную и южную части. Законный сын Бачжоу управлял монгольским плато, а старший сын Аман от наложницы — территориями к югу от пустыни Гоби. В 638 году император Тайцзун издал указ, по которому оба сына Инаня были пожалованы титулами малых ханов. В 641 году императору династии Тан Тайцзуну пришло срочное донесение от кагана восточно-тюркского каганата Ашина Сыма. Сиры Сюэяньта выставили 200-тысячное войско, угрожая наступлением. В тот момент внутри империи Тан были племена Теле с сильными войсками, а вовне еще сохранивший могущество восточно-тюркский каганат. Год спустя знатный восточный тюрок в Чиньяне Ашина Кюльшах во главе отряда ворвался в императорский дворец с целью убить Тайцзуна. Айцзун принял решение пожаловать Ашина Сыма титулом Илитбар Каган и приказать ему вместе со всеми восточными тюрками вернуться в область к югу от пустыни Гоби. Этот шаг был продиктован как необходимостью обеспечить безопасность самой империи Тан, так и желанием поддержать новую силу в северных степях, чтобы нарушить монопольное положение Сюэяньта. Однако для Инаня из Сюэяньта возвращение бывших хозяев восточного каганата не только сокращало его собственные владения, но и ослабляло его легитимность в управлении племенами Теле. Поэтому он проявил сильную враждебность к предстоящему приходу Ашина Сыма. Еще до того, как Ашина Сыма тронулся в путь, Инань уже собрал войска в монгольском плато, готовясь к нападению. Тайцзуну пришлось послать послов к Сюэяньта с повелением, что Сюэяньта — великий, Ашина Сыма — малый, и четко разграничив их территории. Сюэяньта в монгольском плато, тюрки к югу от пустыни Гоби. Инань с недовольством сказал: «Император отдал приказ, как я осмелюсь не подчиниться». Однако тюрки всегда были непостоянны. Раньше, пока их не разбили, они каждый год вторгались в центральную равнину и убивали десятки тысяч людей. Я полагал, что после их разгрома император обратит их в рабов и раздаст людям центральной равнины. Не ожидал, что император будет так милостив к ним, поистине предел человеколюбия. Но в ответ они устроили покушение с мечом. Разве с такими звериными сердцами можно обращаться как с людьми? Позвольте же мне истребить их для императора. Сюэяньта ни за что не потерпела бы восстановления тюрков. Поэтому, несмотря на запрет императора Тайцзуна, войска Сюэяньта все равно начали наступление на Ашина Сыма, что привело к изменению отношений между каганатом Сюэяньта и империей Тан. В 640 году император Тан предпринял поход на Турфан и учредил в Турфане область Сичжоу, что стратегически преградило Сюэяньта путь для дальнейшего продвижения на запад. К этому моменту недоверие между Сюэяньта и Тан еще более усилилось. И вот в 641 году Инань решил нанести удар по Ашина Сыма. «Если я захвачу Ашина Сыма, это будет подобно тому, как сокрушать высохшую гнилушку». Инань приказал сыну Аману, объединившись с племенами уйгуров Хайхэ, Тунла, Пугу, Махэ, Си и другими, выставить 200-тысячное войско, разместиться у Ак-Юлы, сделав своей опорой Шаньянлин в провинции Шанси, начать наступление на тюрков Ашина Сыма. Когда 200-тысячное войско Сюэяньта двинулось на юг, Ашина Сыма, понимая, что не сможет противостоять, отвел свои отряды за Великую Китайскую стену и укрепился в Шачжоу. Тем временем Тайцзун немедленно направил 4 армии на помощь Ашина Сыма. Танский полководец Чжан Цзянь, наместник области Инчжоу, повел войска области Инчжоу и отряды племен Си и Киданий на восточной границе Сюэяньта. Сюэяньта не смогли воспользоваться моментом, чтобы внезапно атаковать Ашина Сыма. Когда же тот зашел за Великую стену, большое войско уже не могло быстро отступить. Император приказал Ашина Сыма выжечь пастбища, укрепить стены и очистить поля. У войска Сюэяньта кончилось продовольствие, начался голод. В это время Аман лично повел 30-тысячное войско в преследование Ашина Сыма до самой Великой стены. Аман не мог взять крепость, увидев, что пастбища кругом выжжены. Впал в отчаяние. Но как раз в этот момент подошли войска танского генерала Лидзи. Аман поспешно отступил, а Лидзи с 3000 отборных конников и 6000 тюркской конницы бросился в погоню. Аман бежал к реке Начжэньшуй и, понимая, что не сможет быстро переправиться и уйти, приказал солдатам построиться и принять бой.
Аман выстроил фронт длиной в несколько километров против танских войск. Ашина Сыма с тюркской конницей первым вступил в бой, но понес тяжелые потери. Танский генерал Лицзи немедленно повел свою конницу с обрыва, но его сильно поразили стрелы Сюэяньта. Лицзи немедленно приказал солдатам построиться сотнями, вооруженными длинными пиками, и атаковать вражеский строй. Многокилометровый строй Амана был мгновенно прорван. В то же время полководец Сюэ Ванче с отборной конницей зашел в тыл и напрямую атаковал конницу Сюэяньта, полностью отрезав пути к отступлению. Под ударами танских войск изнутри и снаружи армия Сюэяньта была на голову разгромлена, было убито несколько тысяч человек. Танские войска захватили более 15 тысяч лошадей. Аман с остатками войска бежал на север, но в пути попал в сильный снегопад, и насмерть замерзло 8 или 9 из каждых 10 человек. Весть о победе достигла Чиньяня. Император Тайцзун велел послу Сюэяньта вернуться и сказать Инаню: принимая решение, нужно хорошо обдумывать выгоду и последствия. После этого сражения авторитет Инаня среди племен Тели сильно пошатнулся. Особенно были недовольны уйгуры. Все дело в том, пока сиры Сюэяньта занимались бесконечными неудачными истощающими войнами, уйгуры взяли под контроль и наладили торговлю на шелковом пути. Хроники Синь-Тан-Шу пишут, уйгуры обменивали лошадей на шелковые ткани. Ежегодно продавали Тан десятки тысяч лошадей, получая взамен десятки, сотни тысяч кусков шелка. Получив шелк, они перепродавали его в западный край, извлекая чрезвычайно большую прибыль. Чтобы удержать власть, Инань вынужден был пойти на поклон танскому императору. Он непрерывно засылал послов с извинениями и просьбами о заключении брачного союза для восстановления добрых отношений. Император Тайцзун отказал Инаню и предупредил его о судьбе тюркского Илькагана, чья участь была полный разгром государства, плен и бессильное существование вдали от родных степей. После этого племя Сюэяньта окончательно потеряло поддержку империи Тан, и ее легитимность в управлении племенами Тели еще более ослабла. Вскоре Инань скончался от болезни. После смерти Инаня его два сына, Аман и Бачжо, вступили в междоусобную борьбу. Бачжо отличался вспыльчивым нравом и сразу после похорон Инаня отправил войско, убил Амана и сам провозгласил себя каганом под именем Элькджу Шадоми Каган. Бачжо захватил власть незаконно, сам себя провозгласил Дуоми Каганом, и уйгуры его не признали. Стремясь поскорее укрепить свою власть, он казнил старых сановников отца, приближая своих ставленников, и совершил набег на земли империи Тан. Это категорически не устраивало уйгуров, поскольку эти войны ломали всю торговлю на шелковом пути. Бачжо своими действиями вызвал недовольство среди племен Тели и не смог добиться военных успехов, чтобы укрепить свой авторитет. Это усугубило кризис правления, начавшийся еще в конце правления Инаня в каганате сиров Сюэяньта. В 646 году вождь уйгуров Тумиду вместе с племенами Тунла подняли восстание и разбили Бачжо. Он был убит уйгурами. Весь его род был истреблен. Цзю Таньшу пишет, вождь уйгуров Тумиду, возглавив свои племена, нанес сокрушительное поражение Дуоми Кагану каганата Сюэяньта, присоединил его народ и полностью овладел его землями. Тумиду провозгласил себя каганом. Началась эра уйгурского могущества. Название сиры Сюэяньта исчезло из хроник и памяти, и появилось обидное прозвище ковчеги-неудачники, данное уйгурами.